الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Алхамдулиллах. Продолжаем с вами изучение суры Лукман. И прошли мы с вами 5 аятов. Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим. Алиф лам мим. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Говорили о описании мухсинин, людей, которые совершают благое, благодетели, благочестивые. И Аллах Субханаху ва Тааля описал их как выстаивающие молитву, выплачивающие закат, обязательно милостыню, и убежденными в следующей жизни в ахирате. И они и есть преуспевшие, как сказал Аллах Субханаху ва Тааля. Сегодня же продолжим 6 аят. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَمِنَ النَّاسِ من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Если первые 5 аятов были о тех рабах Аллаха, которые следуют прямым путем, руководствуются им, получают пользу от этого, получают милость и пользу от руководства, в этом же аяте Аллах Субханаху ва Тааля описывает людей противоположных. И если первые слушали знамения Аллаха, аяты Аллаха, руководствовались ими, извлекали пользу для себя, то здесь же Аллах говорит о людях, которые отвергают это Писание, которые предпочитают словам Всевышнего Аллаха забавные речи, потешные речи. И говорит Аллах: وَمِنَ النَّاسِ, и из людей есть такие, مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ, которые покупают забавные, потешные речи. Речи, посредством которых они забавляются и потешаются. Покупают. Здесь использован глагол «покупают». И ученые объясняют это слово, что здесь не напрямую покупка. Она тоже не исключается, потому что мы знаем, сейчас в дальнейшем еще поговорим, что человек часто платит свои деньги для того, чтобы услышать эти потешные речи. Но также смысл «покупают» в значении «сильно этого хотят». Ведь человек зачастую покупает то, к чему у него есть сильное желание, стремление. Он что-то захотел настолько сильно, что готов даже отдать за это свои деньги. И говорит Аллах, есть среди людей такие, которые настолько сильно желают эти потешные речи, потешные слова, что готовы даже отдать за них свое имущество, свои деньги. Для того, чтобы заблудиться или же заблудить других. Что же это за потешные речи, забавные слова, которые люди предпочитают словам Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля? Толкование этого аята приходит и от сподвижников, как Абдуллах ибн Аббас, и также Абдуллах ибн Мас'уд, ради Аллаху анхума. Они говорили, что под потешными словами, речами подразумеваются песни. Песни. Есть среди людей, которые так сильно желают, они любят эти песни, и слушая эти песни, они забавляются и
тем самым играются. И это не исключает другие речи, другие слова, которые подобны песням. Что делают песни? Песни, они человека отвлекают и являются тем, что не приносит ему пользу. Это то, что не приносит пользу человеку и отвлекает его от важных дел, от поминания Аллаха Субханаху ва Тааля, от поклонения Ему. И поэтому в этом аяте, когда говорит Аллах Субханаху ва Тааля, есть среди людей те, которые желают эти потешные речи, тут ученые объясняют, что это любое слово, любая речь, которая не приносит человеку пользу, либо наоборот ему приносит вред. Не приносит человеку пользу, либо наоборот даже приносит ему вред. И эти слова, песни, какие-то либо стихи, даже сюда ученые приписывают различного рода новости, известия, которые человек слушает, либо читает в газетах, в статьях. Это все слова, все это речи, которые пользу не приносят человеку. Либо же, наоборот, зачастую даже они вредят ему. Если эти песни, они сопровождаются музыкальными инструментами, музыкой. То есть у нас песни, касательно песен, ученые дают такое толкование. Если песни сопровождаются музыкальными инструментами, то они, несомненно, запретны, харам. И мусульманину запрещается слушать музыку. Они порождают в сердце человека лицемерие. И они отвлекают человека от поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Они занимают его сердце романтикой, которая не дает проникнуть в сердце Корану, словам Аллаха Субхану ва Тааля. Если же песни не сопровождаются музыкальными инструментами, то тут может быть несколько вариантов. Первый вариант – это песни, которые противоречат религиозным предписаниям, восхваляют излишне кого-то, что-то романтизируют. Тем самым даже могут проявляться элементы ширка, многобожия, язычества или подобных других грехов, или воспевания чего-то запретного в стихотворной форме, например, спиртного или так далее, то несомненно, что эти песни тоже являются запретными. Также песни, не сопровождаемые музыкальными инструментами, они могут не содержать запретного, однако также не несут в себе ничего полезного. Это является пустой тратой времени человека. И есть третий вид песен, это слова, песни, содержащие в себе восхваление Аллаха Субханаху ва Тааля, либо какие-то религиозные наставления, напутствия, более известные как анашиды. Анашид. Здесь же ученые что говорят? Человек, который не запрещается, если он не излишествует в этом, но в то же время это не значит, что человек совершает более правильные действия. У нас есть действия, дела, которые лучше, превосходят, и есть дела, которые не запрещены, скажем. И вот если эти песни, анашид, они не содержат в себе ничего запретного, не содержат в себе ширка, возможно, есть поминание Аллаха Субханаху ва Тааля, зикры, и человек может их слушать для того, чтобы вдохновляться. Но есть дело, которое лучше этого. Это какое дело? Это слушать Коран, это читать Коран, это понимать Коран. Это есть дело лучше. И вот если человек, его занятость этими анашидами отвлекает его от Корана, от изучения Корана и слушания Корана, то, несомненно, это действие не является благим. Это не является благим действием. Человеку уже в первую очередь, конечно же, следует уделять внимание словам Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля.
Таким образом, ученые дают разъяснение песням. Ведь Абдулла ибн Мас'уд сказал: клянусь Аллахом, эти потешные речи, о которых идет слово в этом аяте, это есть песни. И вот есть песни какие. Содержат музыкальными инструментами, это запрещено харам. И тут хотелось бы обратить внимание, дорогие братья, человек может не слушать напрямую музыку, да, как мы это представляем в первую очередь. Включить у себя в магнитофоне какую-то музыкальную композицию или у себя дома, радио или же телевизор. Но мы часто можем слышать это косвенно. И чаще всего, когда человек просматривает различные фильмы, либо же мультики, все они, современные фильмы, современные мультики, они сопровождаются музыкой. И именно вот во время сопровождения неких интересных, эффектных сцен эта музыка, она сильно на человека оказывает воздействие, оказывает влияние. Поэтому на этот момент тоже нужно обратить внимание. Мы уже не говорим о том, что сами фильмы могут содержать сцены запретного или же мультики. Надо быть внимательными к этим вопросам также. Если же нет музыкальных инструментов в песнях, то мы сказали, если текст запретный, содержит в себе элементы запретного, то запрещаются такие песни, стихи слушать, да, цитировать, восхищаться ими. Если ничего запретного нет, и нет ничего полезного, то это является пустой тратой времени. Если же это песни, которые восхваляют Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, то есть то, что лучше этого. Это Коран, это хадисы, зикры, которые упоминал сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Лучше переключаться на них и слушать именно чтение Корана. И Аллах говорит, и есть среди людей, которые страстно желают эти потешные речи, забавные речи, дабы заблудить от пути Аллаха. Мы знаем, что в Коране у нас есть несколько видов чтения, 10 видов чтения, кираат. И они друг друга только дополняют. Например, в суре Аль-Фатиха мы читаем «Малики яумиддин», «Властелин дня воздаяния». Есть чтение, где не тянется после мим, «Малики» читается. «Малики» мы читаем, так ведь? А есть чтение «Малики яумиддин» без мадда. Это не ошибка. Это есть одна из разновидностей чтения Корана. И там уже смысл немножко меняется и говорится «царь». «Малик» по-арабски «царь» переводится. «Царь дня воздаяния». И вот в этом аяте «Лиюдилля ан сабилиллях» есть два вида чтения. «Лиюдилля» и «лиядилля». «Лиюдилля» с даммой и «лиядилля» с фатхой. И они дополняют друг друга. Если, скажем, прочтем «лиюдилля», и мы именно таким чтением читаем «лиюдилля ан сабилиллях», смысл будет «дабы заблудить других» посредством этих потешных речей. То есть человек расходует даже свое имущество, либо же эти песни, эти какие-то стихи, потешные речи, слова, будь то какие-то анекдоты, он посредством них людей сбивает с прямого пути. А если же прочесть «лиядилля», то тогда смысл будет «дабы он сам заблудится этими речами». «Лиюдилля» – он вводит людей в заблуждение этими речами, а «лиядилля» – он сам в заблуждение входит посредством этих потешных речей. То есть то, что он слушает, вот эти вещи запретные, слушает бесполезные слова, речи, песни, стихи и так далее, и так далее, и так далее, все это приводит к какому результату? Что он отходит от пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Он отходит от пути Аллаха Субханаху ва Тааля. И тут кто-то может сказать, но только что же мы говорили, что есть слова, которые не содержат в себе запретного. Так как же могут слова, например, какие-то стихи, какие-то песни, либо какие-то новости, да, статьи, известия и так далее, они не содержат в себе запретного. Как же эти вещи могут заблудить человека
с пути Аллаха? Ответ прост. Когда человек начинает излишествовать в бесполезном и впустую начинает тратить место, в его сердце заполняется вот этими пустыми, бесполезными действиями и отвлекает его от полезных деяний, от поминания Аллаха Субхану ва Тааля и чтения Корана. И таким образом получается вот это с виду, да, безобидная информация, которую мы получаем, вот эти речи, которые нас забавляют, которые нас интересуют, различные статьи. Однако человек, когда начинает в этом излишествовать, много этому внимания уделять, он отходит от того, что действительно полезно для него. И тем самым он отходит от пути Аллаха Субхану ва Тааля. Да бережет нас всех Аллах. «Лиудилля ан сабилилля», дабы заблудить или самому заблудиться от пути Аллаха. Мы часто упоминаем вот это словосочетание «путь Аллаха». Аллах юланда. Что же означает это словосочетание? Это тоже ученые разъясняют. Путь Аллаха, то есть в значении, что это тот путь, который ведет к Аллаху, к довольству Аллаха. И это тот путь, который установил сам Всевышний Аллах, поэтому он и называется путем Аллаха. Путь Аллаха, почему так назван? Во-первых, потому что это тот путь, который ведет к его довольству. И он так назван, потому что является тем путем, который сам Аллах установил. Хотите достичь довольства моего, да, рая Аллаха, субхану ва тааля, его довольства, его помощи, его милости в этом мире и в следующей жизни, Аллах говорит, вот мой путь. Следуйте за ним. Бигайри ильмин, и он совершает это без знания. Давайте вернемся к аяту. Аллах говорит, среди людей есть такие, которые предпочитают и хотят забавные речи, дабы заблудиться и заблудить других без знания. Тут может возникнуть вопрос, разве можно тогда сознанием заблудить? Нет. Тут пояснение таково, что это не разъяснение пути, а разъяснение причины. То есть он совершает эти поступки, желает вот эти речи, забавные, потешные речи, он следует им, он читает и слушает их по причине своего незнания, своего джахля. Ведь если бы у него было понимание, если бы у него было знание и осознание, то, несомненно, он бы не тратил свое время на эти пустую информацию, на ненужную информацию, на запретную информацию. Если у него было понимание того, с какой целью он был создан, для чего Аллах Субхану ва Тааля его сюда привел, как он должен в этом мире себя вести и что его ждет после смерти, то он, несомненно, не будет желать вот этих потешных и забавных речей. И он высмеивает знамения Аллаха. То есть он предпочитает эти забавные речи, а аяты и знамения Аллаха Субханаху ва Тааля он высмеивает. Слова Корана, слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, религиозные постановления, религиозные тексты, он высмеивает их. И тут касательно высмеивания знамений Аллаха, аятов Аллаха, тоже есть пояснение. Каким образом человек может высмеивать? И что он может высмеивать? В первую очередь он может высмеивать, издеваться над самими словами Корана. Как поступали многобожники, мушрики во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Они могли просто искажать смысл аятов. Они издевались, применяя эти слова. Второе, высмеивать содержание Писания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, говоря, что это есть выдумки, сказки, измышления и так далее, и так далее. Это есть высмеивание слов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Человек может высмеивать положение, постановление Корана. Что это значит? В Коране что-то запрещено, и он насмехается над этим. В Коране что-то приказано, и он насмехается над этим.
или же высмеивать сунну пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, его путь и того, кто следует его пути. Вот здесь бы, дорогие братья, хотелось сделать акцент на одном очень важном моменте. Как мы понимаем, есть различные правовые школы в фикхе. Фикх – понимание пути пророка, саллиллаху алейхи вассалям, обрядов поклонения, обрядов взаимосвязи людей. Есть правовые школы, да? Масхаб называется. Есть ханафи масхаб, есть малики масхаб, есть шафи'i, есть ханбали масхаб и другие, да, масхабы. Что такое масхаб? Масхаб – это понимание сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То есть понимание может быть различное. Один может понимать сунну одним образом, другой может понимать сунну другим образом. И в понимании одного, например, руку нужно в намазе ставить под пупок, в понимании другого нужно ставить руку над пупком, например. Это все что? Это понимание, то есть той информации, которая дошла до ученого, аяты Корана, хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его сунны, это все информация до него дошла, и он на основе всего этого вводит решение, он понимает это так, что руку, например, надо ставить над пупком. А тот, опираясь на все это, говорит, нет, лучше ставить под пупком. Что мы из этого понимаем? Что масхабы – это и есть различные понимания источников нашей религии. И ни в коем случае не подобает приверженцу одного мнения насмехаться над приверженцем другого мнения. Ведь может быть так, что его мнение, что? Правильнее. Например, один ставит руки под пупком и высмеивает того, кто стоит над пупком. Или наоборот. А если окажется так, что правильнее было бы ставить, например, под или над, то получается, человек таким образом насмехается над чем? Над сунной пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это очень тонкий вопрос. Поэтому, да, есть различные масхабы, и ученые сказали, если ты следуешь одному масхабу, можешь выбирать любой масхаб и следовать за ним, но ни в коем случае нельзя упрекать приверженцев других масхабов и ни в коем случае не насмехаться над ними. Ведь может быть так, что ты насмехаешься над сунной пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому надо быть предельно аккуратными в этом вопросе. И что же говорит Аллах субханаху ва тааля дальше? Что это эти люди? Люди, которые предпочитают, желают вот эти забавные речи, а тем самым заблуждают других, сами входят в заблуждение. Аяты Аллаха субханаху ва тааля, они насмехаются над ними. Каков же их удел? Аллах говорит, «Уляика лахум азабум мухин». Они же, им будет унизительное наказание, говорит Аллах. Тем людям, которые совершают вот эти действия, им уготовано унизительное наказание. Почему унизительное? Потому что они сами высокомерно себя вели и унижали, относились надменно к знамениям Аллаха субхану ва тааля. Ведь насмехательство, что это такое? Это когда ты принижаешь достоинство другого. И этот человек насмехался над знамением, над аятами Аллаха, над его писанием, над его религией. То есть он выделил себя выше, а религию же он унижал. И в судный день им будет наказание, подобно их действию. То есть унизительное, они будут унижены перед всеми творениями. Эти люди будут унижены перед всеми творениями в день суда, и их коснется унизительное наказание. Далее Аллах говорит, продолжая описывать этих людей, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. И когда же им читают наши аяты, он отворачивается надменно, проявляя высокомерие. Когда им читает пророк, либо последователи пророка, саллиллаху алейхи вассалям, аяты Аллаха, призывают их,
они отворачиваются. Отворачиваются не потому, что они чем-то заняты, или у них нет времени, например, слушать, а они отворачиваются высокомерно, надменно. Считают эти слова выдумкой, ложью и различным образом насмехаются над этими словами. Отворачиваются, словно он даже не слышал их, кааллам ясма'аха, как будто он даже их не слышал. Каанна фи удунайхи вақара, как будто их уши поразила глухота. Здесь Аллах Субханаху ва Тааля сравнивает людей, которые слышат, которым доводят эту информацию, истину от Аллаха Субханаху ва Тааля, но они от нее отворачиваются, подобно глухим. Однако по тяжести греха они куда хуже, потому что они высокомерно отвернулись от аятов Аллаха Субханаху ва Тааля. И далее Аллах говорит: «Фабашширхум би'азабин алим». Обрадуй же их болезненными мучениями. Обрадуй болезненными мучениями. Мы привыкли, что человека обычно радует чем? Чем-то хорошим, так ведь? Какой-то радостной вестью. Обрадуй его, что у него случилось то-то, то-то. Обрадуй его повышением, обрадуй его зарплатой, обрадуй его рождением сына. Мы понимаем, когда используется обрадуй чем-то благим. Однако здесь Аллах говорит: обрадуй же их мучительными наказаниями, болезненными наказаниями. Тут ученые говорят, тут два варианта. Либо это насмехательство и издевательство, либо же, говорят, в арабском языке слово «обрадуй» применяется к информации, из-за которой меняется лицо человека. Башир в арабском языке, у нас однокоренное с ним слово есть башара, кожа. То есть бушра – радость в арабском языке, башара – это кожа. Однокоренные слова, значения разные. Вот говорится, что бушра – радость – это та информация, слыша которую меняется выражение лица человека. И поэтому это тоже применимо в арабском языке таким образом. Например, обрадуй благим, значит, от этой доброй вести у него лицо изменится и появятся черты, хорошие, благие черты. А может сказать, обрадуй его чем-то дурным, от чего произойдет что? Лицо, черты его лица также изменятся, и появится грусть, тоска и другие качества, характерные этой новости. Таким образом, Аллах говорит: «Фабашширху би'азабин алим». И когда же им читаются аяты Аллаха, они отворачиваются высокомерно. К сожалению, от этого не убережен также никто из здесь сидящих. Ведь может быть так, что человеку один из братьев, желая сделать насихат, желая сделать наставление, побуждая его к благому, может привести ему аят из Корана. Он говорит: слушай, брат, или слушай, абый, так нельзя же делать. Вот в Коране так-то, так-то сказано. И в этот момент человек испытывается. Если он проявит высокомерие и скажет: ты кто такой? Да, что ты меня юрётёсин? Не учи меня. Да, я лучше тебя разбираюсь. То получается, он надменно, высокомерно, что сделал? Отвернулся от аята Аллаха Субхану ва Тааля. Ему приводят аят из Корана на запретность, либо же наоборот на побуждающий его к чему-то благому этого человека с искренними намерениями. А если человек высокомерно, надменно отворачивается, то он тоже входит в число тех людей, которые упомянуты в этом аяте. И им будет азабун алим, болезненное, мучительное наказание. И далее Аллах говорит: «Инна аллазина аману ва амилу ссалихати лахум джаннатун наим». И воистину те, которые уверовали и совершали благие поступки, благие деяния, лахум джаннатун наим, им уготованы сады блаженства.
уверовали, мы уже говорили, что значит уверовать. Иман. Иман, у нас есть 6 столпов имана. Вера в Аллаха, в ангелов, в пророков, в Писание, в судный день и предопределение, без каких-либо сомнений. И человек должен подтвердить свою веру деяниями, деяния, которые совершаются искренне ради довольства Аллаха и так, как обучил этому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Соблюдая эти 2 условия, они должны совершаться. Им будут уготованы джаннатун наим, сады блаженства. Слово джанна, джаннат, мы тоже часто слышим, да? Однако что оно означает? Джаннат деген сөз, слово джанна с арабского переводится сад. Почему таким образом? Почему названо так? Потому что в арабском языке джанна это покрывает. То есть человек, который находится в саду, что случается с ним? Он исчезает, его покрывают ветви деревьев, кустарников и всего остального растений, которые растут в этом саду. И поэтому это слово «джанна» в арабском языке от глагола, значение которого покрывает. Оно его покрывает. Человек заходит в сад, и он там исчезает, его покрыло, все. Это языковое значение. Джанна – сад, джаннат, когда тянем. У нас есть джанна, а есть джаннат. Какая разница? Мы с вами арабский язык потихоньку так изучим, иншаллах. Джаннат – это сад, джаннат – это много садов, множественное число. Сад, сады. И здесь, говорит Аллах, им уготованы сады и блаженства. Почему множественное число, а не один? Тут ученые говорят, во-первых, это указание на многочисленных и разновидность этих садов, которые ожидают человека после смерти, иншаллах, верующего. И указание на разницу в степенях. То, что в сады они не будут одной степени, они будут разные. И самая высшая степень какая? Фирдаус. Это в центре рая, откуда истекают реки рая. Это самая высшая точка и самый центр рая. Фирдаус. Однако же мы не представляем райские сады таким образом, как мы привыкли видеть их в этом мире. Ученые же говорят, что когда мы описываем рай, мы не говорим, что это рай, там есть такие-то деревья, выглядит он так-то, так-то. Нет, есть определение рая. Все, что мы об этом говорили, это было языковое значение. А есть еще религиозный термин. То есть джанна с арабского переводится сад. А джанна как религиозный термин, что же это такое? Это то место, которое уготовил Аллах для своих богобоязненных рабов, где есть вещи, которые не слышал, о которых даже не слышали, о которых даже никто не видел, и не приходили даже на ум ни одному из людей. У нас всегда религиозные термины, они имеют 2 значения. Например, у нас саум, по-арабски пост, ураза. Саум с арабского переводится воздержание. А как религиозный термин мы знаем, что это воздержание от употребления пищи, питья и половой близости от восхода до заката. И также здесь джанна, джаннат с арабского переводится сад. А как религиозный термин, который упоминается в Коране и хадисах пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то это место, которое уготовано для богобоязненных рабов Аллаха, субханаху ва тааля, где есть вещи, которые никто не видел, никто не слышал и даже не приходило на ум человеку. Вот что такое рай, джанна. «Инна алладина аману ва амилу ссалихати лахум джаннатун наим». Им уготованы сады блаженства. И когда говорится блаженство, это блаженство тела и блаженство души. Телесное наслаждение и также духовное наслаждение, спокойствие, да, это радость и другие блага, которые человек не может себе даже представить. На этом закончим. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله